Вы знаете, когда последний раз, 29 апреля, Алмазбек Шаршенович был доставлен на суд, он выглядел довольно-таки усталым. Видно, что давление у него пытаются всегда в норме держать, но давление имеет место быть в том плане, что он покачнулся даже на свидании, когда было свидание с его супругой, с его детьми. Вот, и тогда уже супруга обратила внимание, что давление так вот скакануло. И я хочу сейчас обратиться к нашим гражданам и к президенту Кыргызской республики, чтобы вы прекрасно понимали, какую ответственность вы будете нести, если с экс-президентом Алмазом Атамбаевым что-то случится. Я никогда не поверю, что главным критерием для того, чтобы его арестовать и посадить в СИЗО ГКНБ, держать в этих условиях, он не экстремист, не преступник, не террорист. Вы не сможете доказать, что он грабил страну или там вывозил из страны 700 миллионов каких-то награбленных денег и так далее, да? И когда-то придется ответить. Ну, я не верю, что вопрос Батукаева, вора в законе, это главный вопрос высшей силы, больше значит, чем народ, чем правда, чем справедливость, чем разум. Поэтому это все можно было, конечно, разобрать в других условиях, но вы захотели вот таким образом убрать из политической арены как Алмаза Атамбаева, так и всех соратников. Вот. Но вы же прекрасно понимаете, силовое давление, то, что сейчас усилили ГКНБ, слежка, вызывают наших граждан на допросы за какие-то свои мысли там. Это все может привести к еще большей потере последней части того доверия, которое народ оказал вам, Сооронбай Шарипович, когда поддерживал кандидатуру от партии СДПК. И поэтому вы прекрасно понимаете, что самая главная поддержка ваша была, это Алмаз Атамбаев. Поддержите сейчас его. Отпустите его на домашний арест. Никуда он не сбежит. Вы знаете и мой характер, и Алмаза Шаршеновича. Для нас принципы больше значат, чем какие-то, я не знаю, такие отношения, мщения и так далее, да? Поэтому мы просим вас, и я обращаюсь как к старому, бывшему, конечно, соратнику по партии, провести госпитализацию Алмазбека Шаршеновича и отпустить под домашний арест. Он очень много сделал для страны. Если вы не верите, посмотрите, пожалуйста, о чем говорит народ. И сегодня уже не 60%, а большая половина населения поддерживает Алмаза Атамбаева. В общем-то, не рубите сук, на котором вы сидите. Президент – это должность выборная. Вы также получаете зарплату с бюджета, с налогов наших граждан. И это не ханский трон. Надо решать в разумных пределах, согласно закону. И я еще раз хочу обратиться, что сегодня мы все требуем, я сегодня говорю, я имею право говорить от имени народа. Мы требуем госпитализации, полнейшего обследования здоровья Алмаза Атамбаева и домашний арест. Никуда он не сбежит. Мы будем доказывать правду, мы будем стоять на стороне закона и требовать, чтобы страна вернулась в законно-правовое русло. Наезды и жить по понятиям не пойдет. Мы хотим жить в правовом, мирном государстве и развиваться в этом государстве, понимаете? Поэтому то, что случилось с Алмазом Атамбаевым, как с ним поступили, это говорит об обратном. Я все-таки вызываю к разуму Сооронбая Джейнбекова, и я думаю, что принципы президентства выше, чем мщение там, как бывших соратников.